Здесь даже более глубокий вопрос. Если мы смотрим на историю Чили, на вот этот вот переход и чикагских мальчиков, и некий аналог неолиберальной политики, и в чем-то Россия шла похожим методом. И изучали шоковую терапию там и Гайдар, и вот это все его окружение, там в команде были очень много, там и Улюкаев, Шохин, и все они с согласия Андропова еще во времена КГБ выезжали за границу, учились. Весь этот распад Совка — это абсолютно как бы логичное, спланированное, естественное событие, которое готовилось заранее. Вот, и мы видим там, что там все-таки большая часть вот этих людей, которые приватизировали активы, а именно такой класс создавал Гайдар в том числе, они сумели передать активы следующему поколению. И недавно у них был президент, вообще миллиардер, который не на приватизации, но все равно был очень богат. Вот интересно.